Маш, здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Вот такой у нас сегодня вечер. Днем было очень тепло. Сейчас ветерок, правда, такой холодненький, прохладный. Это мы сегодня первый раз Марту вывели. Это моя первая тёлка. Мы не ожидали, что она отделится. Я вот сейчас поставлю вам ролик, который я снимала уже 3 недели тому назад, когда она у нас отелилась. Март, ты мамина красавица. Ты уже домой к теленку хочешь, да? Уже к теленочку хочешь. Теленка мы, конечно, подпустили под него. Он сам на подсосе, короче говоря. Но я ее даю. Я немножко выдаиваю. 1-2 литра я выдаиваю. Вот. Сегодня купили вон того теленочка. Симой захотел заниматься, не знаю, такое у него сейчас желание. Сначала мы решили продать весь скот, а потом решили, наоборот, расширяться. А там посмотрим. Пока так. Купили вот сегодня такую вот 3-месячную телочку за 15 000 рублей. Ну, вроде бы ничего, пасется. Не одиноко ей, по крайней мере. Пока вывели только этих 2. А там посмотрим. Корова еще моя не отелилась. Маня еще не отелилась. Отелилась только Марта. Аишка, ты у нас такая чумазая. Одень куртку нормально. Хатюх шилиха. Хатюх, чем ты там занимаешься? Грязная, чумазая. Пойдем переодеваться. Пойдем. Целый день она играется, пока я делаю заказы. У меня сегодня тоже были заказы. Кое-какие сделала, нам нужно еще сделать. Вот такие вот дела, друзья. Ну, пойдемте дальше. Наверное, надо будет что-то приготовить на ужин мальчикам. Ну, в принципе, нам всем, и мальчикам, и мне. Какая радость. У нас родился мальчик. Первенец у нашей Марты. И вот я вам показываю первые моменты жизни нашего бычка. Давайте назовете вы его. Мы его еще не назвали. Буквально 5 минут тому назад. Нам, конечно, пришлось первый раз в жизни, друзья, хоть и неудобно об этом говорить. Первый раз в жизни я помогала корове отелиться. Это было, во-первых, страшно. Но я очень переживала за Марту, потому что она не могла этого сама сделать. Но у нас вот благополучные вот такие вот роды, да? Вы меня, конечно, извините. Вот так вот. Вот такая у нас радость. Машала. Какой вот у нас бычок. Где ты там спрятался с мамкой? Познакомился уже. Подружилась мамочка, да, Марта? Ты моя красавица. А вот он. Марта, ты мой золотой человек. Марта. Вот он. Так, что-то мутно снимает. Вот наши красавцы. Маша. Ну вот, немножко начал мой сын сделал обустройство. Вот, тут у нас немножко нужно было сделать перегородки. Вот маленький Мишка. Вот второй. Ну, корова еще тоже стельная. Я думала, она может быть не стельная, но нет, стельная. Ну, про мое хозяйство. Вот так вот. Мань, ты мамина маечка. Вот. Собирались, если честно, убирать это все хозяйство. Так, ну что, мои дорогие, займемся заказами. Да, Аишка? Аишка тут, что ты делаешь? Фольгу мою потратила. Что ты делаешь, Ав? Играешь? А во что ты играешь? Пластилин. Пластилин? Это разве пластилин? Что это? Слайм. Слайм. Пластилин. А ты больше не бери фольгу, ты много фольги взяла. Видишь, сколько израсходовала фольги? Так, ну что, мои дорогие, значит, у меня, как видите, идет уже как бы процесс готовки.
Это я прокрутила куриные бедра. У меня не будет, а у меня заказ куриных люля-кебаб, 5 штук на заказ. Ну, тут получится, наверное, чуть побольше. Дальше у меня уже приготовленный фарш для пельменей. У меня пельмени на заказ. Значит, дальше что у меня тут? Приготовлена также замаринована курочка для цезаря. Тут у меня, значит, просто куриная грудка, растительное масло, майонез, соль, перец и хмели сунели. И уже часа 2, наверное, она у меня замаринованная стоит. Сейчас буду жарить. Чуть-чуть, ну, через полчаса, наверное, уже надо делать заказ. К 5 он должен быть готов. Так что вот так вот. Как видите, тестомесы, тестораскатки у меня тоже стоят уже. И мясорубку сейчас уберу. Послала Ибрагима за болгарским перцем, потому что в люля-кебаб из курицы я буду добавлять болгарский перец. Оказалось, у меня его нет. Хотя мы с Аишкой только что пришли из магазина, да, Аишка? Да. А про перец забыли с тобой. И помидоры там оказались только розовые. Не знаю, Ибрагим найдет или нет. Ну, для цезаря должны быть черри, желательно. Ну, в принципе, можно и другие помидоры разрезать на крайний случай. Вот так вот, друзья. Еще не успела, работы много. Я хочу этот стол вынести, мои дорогие, занести обратно свой диван, потому что как таковых уже больших заказов, мне кажется, не будет. Поэтому у нас тут неуютно получается для кухни. Поэтому занесу свой стол. Вернее, стол-то здесь стоит. Вынесу этот стол. Там под навесом у меня стоит огромный стол. Его тоже унесу обратно туда, на новую кухню. Короче, перестановка у меня вся эта должна быть. Но вот вчера, позавчера, эти 3-4 дня я еще как-то не отхожу от заказов, от усталости. Немножко уже отдохнула. Вы мне в комментариях пишите, что перетрудились, отдыхайте. Ну, у меня в том ролике было не столько от переутомления такой вид, больше даже, можно сказать, от огорчения. Но это все в прошлом, все прошло, и отдохнула, и все, и по гостям поездили, и у сестры были, и у Заловки были, и у бывших соседей тоже побывали, и гости у нас несколько, к маме приезжали много гостей. Встречали гостей. Мадина тоже, как я сказала, вы видели, что она мне эту плиту почистила, стенку кухонную почистила, но все равно тут нужно, Аишка, пока не шуми, пока я разговариваю, хорошо? Нужно генераль, нужно вот это вот все вынести, занести, даже стены немножко нужно подкрасить, снова эмульсией подчистить. Работы много, работы в огороде много, я даже, деревья не побелила, представляете, даже не получилось ни ранней весной, ни сейчас. Но это все попозже, во-первых. Во-вторых, у меня сегодня один день остался рабочий, можно сказать, рабочий, который я дома. Потому что послезавтра женится племянник моего мужа. Завтра уже с Танзилой и со всеми нашими родственниками там собираемся, будем помогать им готовить. И завтрашний день и послезавтрашний день у меня пройдет там. Так что сегодня вот нужно свои заказы отдать, свою задолженность отдать. У меня, в принципе, сегодня очень много работы. Не знаю, справлюсь я или нет. Нужно вот сейчас приготовить эту готовую еду. А потом уже пельмени сделать 5 килограмм, 4 килограмма вареников с картошкой и аж 10 килограмм мант. Вот я не знаю, справлюсь ли я сегодня или нет, потому что уже 3 часа, по-моему, около 3 часов дня. Я что-то сегодня проштрафилась. Да, уже 2:30. Упустила много времени, но тоже занималась и по дому, и по хозяйству, и стирка, и уборка. Всего накопилось, друзья. Очень много всего накопилось. Ну все, пошли работать, да, Иш? Угу. Сейчас первым делом поставлю, наверное, все-таки тестомес, замешивать тесто. А потом уже займусь остальным. Так, остался один кусок мяса не прокрученный. Так, ближе не буду, наверное, камеру уже ставить. Надеюсь, вам будет видно. Так. Значит, прежде чем
сюда наливать что-то, нужно смазать растительным маслом. Аишка, хаяхлыс, дадахл, адрул фольга. Вот возьми теперь свою фольгу, свой слайм. Возьми. Возьми, подбери. И иди туда играть. Давай. Давай. Вот иди там поиграй, чтобы ты мне не шумела. И мама человек золотой. Ага, вот неси свои хлопья, все свои игрушки, все неси туда. Вон сядь на диване и там на диванчике, хорошо, под навесом? Хорошо? Ой, ты, мама, человек золотой. Беги. Мы с Аишкой были в магазине, она там себе набрала и разных сладостей, и этот слайм. И теперь сидит, играется тут. Так, все, это мы смазали. Сейчас я быстро пойду. Тут муки мало. Принесу муки, и мы замесим тесто с вами. Так, ну что, мои дорогие, все. Теперь будем замешивать тесто. Значит, как я сказала, смазали растительным маслом. Вы знаете, очень много приходит еще сообщений про этот тестомес и тестораскатку. Кто-то говорил, что у них нагревается вот это, ну, вот это вот место, моторчик. Если много замешивать тесто, конечно, да, нагревается. Но я сразу много не замешиваю. Я на 2 килограмма замесила. И пока я не использую это тесто, я больше не замешиваю. Поэтому у меня как таковой причины перегрева не бывает. Так, сейчас я буду сюда. Где-то 1,5 килограмма нужно сначала муки. У меня тесто такое, что 2 килограмма муки, литр воды, столовая ложка соли и столовая ложка растительного масла. Но в последнее время я не добавляю литр воды, а 900-800 грамм. Смотрите по своей муке. Добавить всегда успеете, а уже замешивать круче не получается. Прям с хорошей горкой должна быть соль, я поэтому чуть-чуть больше положила. Раз, 2, 3, 4. 4-5 ложек. Аишка, на, положи туда в раковину. Что ты хочешь? Стакан? Что? А, ты хочешь хлопья поесть? Хорошо. Так, теперь дальше. Так, 3600 у нас было, значит, кило 600 должно остаться муки. Выливаем дальше воду. И все это теперь пускай замешивается. Так, это я начала мыть свои коробочки из-под специй, потихонечку делать уборочку. Но для уборки нужно очень много времени, друзья, поэтому надо капитально все убрать, шторы постирать, как я сказала, и подбелить, и холодильник мне надо тщательно вымыть. Благо дело Мадина здесь хорошо порядок привела. И вообще я тоже собираюсь на следующей неделе, скорее всего, встречать гостей, поэтому работы у нас много, как всегда. Так, теперь я первым делом быстренько пожарю эту грудку для Цезаря. Ну, наверное, снимать не буду. Так, ну что, мои дорогие, все, тесто мое готово. Тесто минут 5 замешивается в закрытом, закрыв крышку, а потом уже крышку нужно открыть и тоже минут 3-4 перемесить в открытом виде. Можно сейчас просто оставить и минуты через 3-4 снова перемесить и вынуть. Можно сразу сейчас вынуть. Я пока мою посуду, поэтому просто закрою, пусть пока стоит тесто. Минут через 4-5 я его вытащу и уже в кулечек положу. И оно будет лежать, я буду делать заказ. Сейчас у меня жарится, грудка куриная для Цезаря. Так, ну вот у меня жарится курочка. Короче говоря, тут бардак. Друзья, у меня сегодня действительно не так уж, в принципе, вообще даже не чисто, но ну уж как есть.
Потому что если я сейчас начну генералить, это опять будет несколько дней, меня не будет на экране, на канале, но меня девочки все беспокоят. И фартук у меня тоже, между прочим, грязный. Не смогла его нормально отстирать. Но у меня все вот так вот. Вы меня просите. Показываю, как есть и что есть. Так, значит, дальше пошли. Шампуры положила я в водичку. Сегодня, обычно я, знаете как, жарю люля-кебаб в духовке просто на противне. И по идее, вот даже на празднике я делала, хотя, говорят, получилось вкусно, и сама, ну, я начала сверху жарить, чтобы они покраснели. Но они как будто бы у меня варились. Люля-кебаб в собственном соку получалось, жидкости много выделялось. Хочу попробовать положить на сеточку, вот как раз сеточка от Оберхоф. Сюда их положу, поддон поставлю вниз, но не буду делать в этой духовке, потому что там нужно переворачивать, надо как-то еще научиться делать, жарить там. Пока сегодня сделаю в духовке, но потом попробую и в той духовке, в печке Оберхоф. И, девочки, у меня очень много поступило в личку сообщений о этой печке. Имейте в виду, эта печка мини-печка, она маленькая. Вот для такой большой семьи, как наша, она все-таки маловато. Но она прекрасно действительно печет тортики небольшие, ну как небольшие, обычный торт она печет. Ну, я еще вам буду показывать. Действительно, кукурузный хлеб, она мне только так. Я пекла в нем. Короче, вот так вот, друзья. Пошли дальше работать. У меня, в принципе, времени на разговор нет, хотя я очень люблю разговаривать, и мне многие об этом говорят. Так, что? Я еще почистила картошку. Ой, сейчас я со своим микрофоном уроню все. Почистила картошку, потому что у меня с заказом есть еще и картошка по-деревенски. Так, все, наверное, грудка уже почти готова. Так, плиту хоть Мадина и чистила, но я уже со вчерашнего дня готовила, она у меня снова уже немножко грязноватая. Так, грудка, по-моему, готова. Так, сейчас я проверю. Потому что, так, интересно, да, видно меня. Важно, чтобы она не была пересушена. Лишь бы она была готова. Грудка готова. Ну, еще минуточку, пусть вот этот большой кусок, еще минуточку под крышкой потомится. Ну, конечно, это не тот цезарь, если вдруг вы мне будете писать, что не так, как... Ну, вот как я делаю цезарь, так я вам и покажу. А правильно или неправильно, я уже не знаю. Так, что мне дальше? Все, болгарский перец мне Ибрагим принес. Так, ну-ка, давайте-ка. Он у меня тут немножко распустить надо. За эту вилочку зацепился в микрофон сейчас, чтобы он мне не мешал. Все, теперь все нормально. Так, купил болгарский перчик. Я его уже помыла, но еще раз полосну. Мы его добавим в мясо. Так. Так. Значит, на килограмм фарша нужно добавить 100 грамм болгарского перца. Желательно бы, конечно, красный и зеленый, но зеленого в магазине пока не было у нас. И вы знаете, у нас даже такие юмористические эти вышли насчет болгарского перца и и зелени. Что на зелени и на болгарском перце, кто работал в Ингушетии последние дни, на праздничные дни, просто стали, наверное, богатеями. Потому что болгарский перец у нас перед праздником стал стоить 450 рублей за килограмм. Вы можете себе представить, буквально цена на этот болгарский перец росла каждый день, даже не то, что каждый день, а через какие-то там даже часы. В один день я пошла где-то за 2 дня до праздника и спрашиваю цену, да, но я пошла по другим делам, подхожу к одной, она говорит 300 рублей, по-моему, у нее было, то ли 350, 300, вот такая вот цена была, я еще удивилась, взяла у нее, нет, да, 300 рублей. Отошла чуть-чуть подальше, 350, чуть-чуть дальше 400, чуть-чуть дальше 450, и вот так вот, это было что-то, друзья. Зелень, которая стоила, так, тут надо 100 грамм добавить, которая стоила, например, 30 рублей, эта же зелень стоила последние дни 100 рублей. Листья салата, вот я 3 пучка листьев салата взяла за 4 дня вперед,
За 3 пучка листьев салата заплатила за 3 пучка 100 рублей. А перед праздниками, говорят, они стоили 100 рублей один пучок. Представляете? Я еще подумала, наверное, доллар подорожал, болгарский перец поэтому подорожал, потому что, ну, привозят. Оказывается, нет, потому что после праздников этот болгарский перец стал стоить у нас в магазинах, на рынке я еще не была, 290 рублей. Если в магазине 290, то на рынке еще дешевле. Вот не знаю, почему-то все равно вот цены завышают. Вот завышают цены. Ну, зачем так это делается? Не такие же баснословные цены хотя бы надо. Так, значит, теперь нужно еще 50 грамм лука на килограмм фарша. Этого много. Лука много не надо. Ну, чуть больше, но все равно там останется. Так, что еще? Мы сейчас перекрутим через мясорубку этот перчик. Чесночок нужно немножко добавить. Так. Вот видите, когда вот снимаешь вот так вот, времени все-таки уходит много. Это я сейчас не очень-то спешу, поэтому вот, ну, я это к тому, что вот все говорят, вот, ну, вот делали заказ, то что-то у меня, по-моему, телефон. Поставила и сняла. Так не получается, друзья, потому что слишком долго, слишком длинно все это выходит. Я сейчас хочу, наверное, и зелень перекручу. Не буду ее мелко резать, а перекручу на мясорубке. А вообще-то по рецепту хорошо добавить зелень кинзы. Но кинзу, во-первых, любят не все. Во-вторых, ее у меня и нет. Я добавлю зелень петрушки. Укропа у меня тоже нет. Я как-то и сама в магазин ходила, и Ибрагима посылала, но зелень не купила. Так вот, и Петя вас встречает. Так, ну сейчас я немножко отожму сок от этого лука и болгарского перчика, потому что его много не надо. Хоть и сочный должен получиться люля, но лучше избавиться от лишней жидкости. Выключу курочку. Ну, Петенька, ты прибежал сюда. Так, все. Так, теперь все это сюда добавим. Так. Так, теперь специи у меня по кулечкам все расфасовано пока, потому что, как я сказала, я все эти баночки, скляночки все начала мыть. Поэтому как есть, вы уж извините. Значит, немножко, ну, пол чайной ложечки, наверное, черного перца. Нужна была бы желательно паприка, как ее, копченая паприка, но у меня ее, к сожалению, нет. Поэтому
просто добавил обычную паприку немножечко. Так, и добавим хмели-сунели. Желательно бы добавить уцхо-сунели, но, еще раз повторюсь, у меня уцхо-сунели тоже нет. Где-то тоже пол чайной ложечки. Так, дальше. Нужно добавить немножко сливочного масла. Так. Такой комнатной температуры, чтобы было сливочное масло. И чуть-чуть я добавила сюда жирненькой говядины. Было бы хорошо, конечно, если бы добавить курдючного жира. Но опять-таки повторюсь, у меня его, к сожалению, нет. Так, тут Аишка мне всего понакидала. Так, ну и такую, знаете, неполную столовую ложку соли. Без горки. Так вот. Все, и теперь тщательно минут 5 вот это все перемешивать. Перемешивать, взбивать, делать однородный фарш. Запах уже идет обалденный от него. Мы попробуем делать на сеточке, как я сказала. Так, ну я сейчас вот так вот тщательно буду вымешивать для однородности. Минут 5, как я сказала, потом подключусь. Так, фарш отбила. Шампуры уже промокли хорошенечко. Так, и, как я сказала, хочу на эту решеточку попробовать. Первый раз так делаю. Посмотрим, как получится, друзья. Так, будем смачивать руки. Фарш я тщательно отбила. Ну, грамм, наверное, 100-110 будем делать котлетку. Вот 115 получилось. Так и оставим. Вот так вот. Вот так вот получается. Так, на заказ у меня только 5 штук. Вообще-то бы хорошо, конечно, чтобы не на сеточку прямо, а положить, чтобы на поддон какой-то. Ну, не знаю, как получится.